Всего в Галском районе плантация орешника занимает больше 7 тысяч гектаров. Лечению с помощью авиации подлежит порядка 5 тысяч гектаров ореха фундука. Вертолет абхазских авиалиний 2 раза в день при хороших погодных условиях производит вылет и опрыскивание ореховых плантаций. Лечение ореха с воздуха производится с 6 до 9 утра, затем вечером с 5 до 7 часов. За несколько часов работы вертолет с воздуха обрабатывает орешник площадью 600-800 гектаров. Обработка орешника необходима именно сейчас, потому как с наступлением теплых дней перезимовавший клоп летит на растения. На 1 гектар расходуется до 1,5 литров лекарства в 30 литрах раствора рабочей жидкости. При обработке растений для эффективности одновременно используются 2 препарата от мраморного клопа и грибковых заболеваний. В настоящее время уже обработан орех фундук площадью более 2000 гектаров. Равнинная местность сел нижней зоны Гальского района и большие площади произрастания ореха фундука не дают возможности провести работы наземной техникой, потому что эти работы, для того, чтобы ее выполнить качественно, она затянется на полгода. То, что мы делаем при благоприятных условиях за неделю. И сроки здесь имеют большое значение, поэтому нам эффективное использование авиации в данном регионе. В других местах, где плотность жителей, где пчелы, где подвергать их опрыскиванию химпрепаратами, это опасно с воздуха. Здесь эта работа уже проводится в 4-й раз за период нашего знакомства с мраморным клопом. И работы дают эффект. Стоит отметить, что все профилактические работы по борьбе с вредителями приносят ощутимый эффект. Так заметно сократилось количество мраморного клопа, в борьбе с которым, помимо химической обработки, хороший эффект приносит так называемый механический сбор, а также установка феромоновых ловушек. Министерство сельского хозяйства Абхазии в рамках сотрудничества с Минсельхозом России приобрело более 60 тысяч ловушек и раздало по районам. Специалисты отмечают важность правильной установки ловушек для вредителей. Феромон, приманивающее, вещество, он собирает вокруг себя клопов. Поэтому ловушки не размещать вблизи жилья, поэтому ловушки желательно не размещать в центре сада или плантации, где желательно борьба с клопом. Ловушку разместить на отдельно стоящем дереве. Вот, допустим, таким планом, чтобы один из ее лепестков обязательно был закреплен к веточке. Почему на отдельно стоящем? Не все клопы попадают в колбу, но большая часть клопов в радиусе 30-40 метров собирается на отдельно стоящем дереве. И сюда понадобится незначительное физические усилия и материальный ресурс, чтобы обработать это дерево раз в неделю, раз в 10 дней. Будет огромное количество клопов уничтожено за счет вот этого материала, и за счет того, что это дерево выбрать, чтобы оно было доступным, чтобы оно не было большим, его просто опрыскивать инсектицидом раз в 10 дней. 10 дней инсектицид будет убирать тех клопов, которые прилетят на запах, размещенный в феромоне. Широкомасштабные работы по защите растений от вредоносных насекомых осуществляются благодаря программе взаимного сотрудничества Министерств сельского хозяйства Абхазии и России. В Галском районе лечение орешника с помощью авиации при хороших погодных условиях будет завершено на следующей неделе. Уже совсем скоро Минсельхоз совместно с районными МТС по всей республике приступит к плановому лечению плодовых культур от насекомых-вредителей. Алика Трапшина, Алагухава, Абхазское телевидение.